Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня мы с вами поговорим о самой интересной, сложной синтаксической конструкции грамматики русского языка, о бессоюзном сложном предложении, а также о пунктуации в бессоюзных сложных предложениях. Начнем урок с повторения теории. Сложное предложение делится на союзное и бессоюзное. Это вы уже знаете. Союзное делится сложно сочиненное и сложно подчиненное. А мы с вами сегодня поговорим о бессоюзном сложном предложении, части которого связаны интонацией без участия союзов. Вы это тоже знаете. А также вы знаете, что в бессоюзных сложных предложениях части этого предложения связаны между собой без союзов, через интонацию. И смысл передают знаки препинания. И существуют определенные знаки препинания между частями в бессоюзном сложном предложении: запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. Вы все это знаете. Мы с вами сегодня на уроке хотим поговорить о смысловых отношениях между частями сложного бессоюзного предложения и о пунктуации в бессоюзных сложных предложениях. А что вы узнали на уроке, мы с вами выясним в конце урока. Уважаемые ученики, мне бы хотелось, чтобы вы имели под рукой рабочие тетради и записывали основные моменты, важные моменты нашего урока. И чтобы вы подумали, что вы узнаете и чему научитесь сегодня на уроке, изучая бессоюзные сложные предложения и пунктуацию бессоюзных сложных предложений. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с бессоюзным сложным предложением, сформируем умение устанавливать смысловые отношения между простыми предложениями в бессоюзных предложениях, оформлять правильно пунктуацию в бессоюзных сложных предложениях. Сформируем навыки употреблять бессоюзное сложное предложение в своей речи для решения определенных коммуникативных задач. Развиваем умение логически излагать свои мысли, используя литературный язык. Формируем интерес к изучению русского языка через расширение знаний о роли и значении бессоюзного сложного предложения. Между частями в бессоюзном сложном предложении существуют определенные связи и определенные смысловые отношения, но они передаются через интонацию бессоюзным способом, и смысл определяют знаки препинания. Какие смысловые отношения существуют между частями в бессоюзном сложном предложении? Перечисление, причина, пояснение, дополнение, противопоставление, время, условия, следствие. Существуют знаки препинания в бессоюзном сложном предложении: запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. Запятая в бессоюзном сложном предложении ставится, если действия частей данного предложения протекают одновременно и последовательно. Например, началась весна, пролетели птицы, зазвенели звонкие их голоса. Все три части этого предложения, действия в этих предложениях протекают одновременно и последовательно, и поэтому между частями ставятся запятые. Можно проверить, заменив запятые союзом «и». Началась весна, и прилетели птицы, и зазвенели звонкие их голоса. Но с точки зрения стилистики второе предложение было бы неправильным, потому что действие протекает одновременно и последовательно, и тут неуместны союзы «и».
Поэтому мы имеем дело с бессоюзным сложным предложением. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении ставится, если части данного сложного предложения между собой по смыслу отдалены друг от друга и осложнены. Смотрим. В первой части слабо шурша падали листья. Имеется депричастный оборот. А во второй части одиночное депричастие, вздыхая. Слабо шурша падали листья, вздыхая, шумел лес. И поэтому части данного сложного предложения по смыслу отдалены друг от друга. В подобных предложениях ставится точка с запятой. Итак, запятая ставится в бессоюзных сложных предложениях, если действие протекает одновременно и последовательно, а точка с запятой, если простые части осложнены и части данного бессоюзного сложного предложения отдалены друг от друга по смыслу. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении ставится, если вторая часть поясняет первую часть. И во второй части перечисляются события, которые протекают вслед за событиями первой части. Предметы потеряли свою форму. И дальше идет вторая часть, которая поясняет первую часть. Все сливалось в темную массу. Можно проверить, заменив двоеточие словами «а именно». Предметы потеряли свою форму, а именно все сливалось в темную массу. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении ставится, если вторая часть поясняет причину первой части. Луны на небе не было. Она в ту пору поздно всходила. Вот вторая часть поясняет причину, о чем говорится в первой части. Эти предложения по смыслу близки сложно подчиненным предложениям. Поэтому можно проверить, заменив двоеточие союзом «потому что». Луны не было на небе, потому что она в ту пору поздно всходила. А также двоеточие ставится в бессоюзном сложном предложении, если вторая часть предложения содержит прямой вопрос. И вот пример. «Ну вы шутите?» И дальше прямой вопрос. «Зачем вам мои бумаги?» В подобных предложениях ставится двоеточие. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении ставится, если вторая часть предложения дополняет первую часть. Я знаю, что в вашем сердце есть и честь, и гордость. Это у нас сложно подчиненное предложение. Союз, что опустили, и получилось у нас бессоюзное сложное предложение. Я знаю, в вашем сердце есть и честь, и гордость. Или можно проверить, заменив двоеточие словами «и увидел что» и «услышал что». Я проснулся, заря уже поднималась. Я проснулся и увидел что, заря уже поднималась. Итак, двоеточие в сложном бессоюзном предложении ставится, если вторая часть поясняет первую часть, указывает на причину, о чем говорится в первой части, если вторая часть дополняет первую часть. Тире в бессоюзном сложном предложении ставится, если первая часть содержит условие или время, о чем дальше говорится во второй части. Например, настанет утро, отправимся в путь. Можно проверить, ставив в начало предложения союз «когда». Или первая часть содержит условия, о чем говорится во второе предложении. Не хочешь отвечать? Я скажу. Можно проверить, ставив
в начало предложения союз «если». Тире в бессоюзном сложном предложении ставится, если вторая часть указывает на смену событий, на быструю смену событий. Например, сыр выпал, с ним была плутовка такова. Можно проверить, заменив тире союзом «и». Сыр выпал, и с ним была плутовка такова. И вот во втором предложении резкая смена событий. Не успело солнце пригреть, загудело все небо. Можно проверить, заменив тире словами «и сразу». Не успело солнце пригреть, и сразу загудело все небо. Тире в бессоюзном сложном предложении ставится, если вторая часть содержит резкое противопоставление. Трижды громкий клич прокликали. Ни один боец не тронулся. Можно проверить, заменив тире противительным союзом «но». Тире в бессоюзном сложном предложении ставится, если вторая часть содержит следствие, вывод, который вытекает из первой части. Сегодня было очень жарко. Вода в реке нагрелась. Вот вторая часть – это следствие, которое вытекает из первой части. Можно проверить, заменив тире наречием «и поэтому». Сегодня было очень жарко. Вот союз и наречие «поэтому». И поэтому вода в реке нагрелась. Вот еще один пример. Дрова закончились, топить нечем. Заменяем тире словами «так что». Дрова закончились, так что топить нечем. Тире в бессоюзном сложном предложении ставится также, если вторая часть содержит сравнение с тем, о чем говорится в первом предложении. Посмотрит, рублем подарит. Посмотрит, будто рублем подарит. Или можно заменить союзом словно. Тире в бессоюзном сложном предложении ставится, если вторая часть содержит уточнение. Иногда мне думается, и дальше уточнение, надо убежать. В подобных предложениях ставится тире. Тире в бессоюзных сложных предложениях ставится, если вторая часть содержит присоединение с помощью местоимения «это». Он всегда любил поболтать. Это было мне отлично известно. Он всегда любил поболтать. И вот местоимение «это». Присоединяется вторая часть к первому предложению. В подобных предложениях ставится тире. Тире в бессоюзных сложных предложениях ставится также, если вторая часть содержит заключение. Приказ есть приказ. И дальше у нас заключение. Так его воспитал фронт. Кривые улицы, маленькие деревянные дома. Дальше у нас заключение. Такой была значительная часть Москвы в начале 20 века. Идти вперед или погибнуть? Дальше заключение. Таков был выбор у партизанского отряда. В подобных предложениях ставится тире. Итак, тире в бессоюзных сложных предложениях ставится, если первая часть содержит условие или время, о чем говорится уже во втором предложении. Если вторая часть указывает на смену событий, если вторая часть содержит противопоставление, следствие, вывод, сравнение, уточнение, присоединение и заключение. Теперь закрепляем наши знания. Ваша задача – расставить пропущенные знаки препинания в предложении. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Итак, по смыслу мы разделим это предложение на части. Получилось у нас 3 части. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить – это у нас одно предложение. У ней особенная стать – это у нас вторая часть. В Россию можно только верить – это у нас
третья часть. А теперь проверьте. Получилось у нас сложное бессоюзное предложение, которое состоит из 3 частей. Между предложениями первой и второй причинные отношения. Можно проверить, вставив в союз «потому что». Поэтому ставится двоеточие. Между предложениями второй и третьей отношение следствия. Между частями можно вставить наречие «поэтому». Поэтому ставится тире. Еще одно предложение на закрепление. Расставьте пропущенные знаки препинания в предложении. Пройдет молодец, приосанится. Пройдет девица, пригорюнится. А пройдут гусляры, споют песенку. А ну-ка теперь разделим на части. Пройдет молодец. Одна часть. Приосанится. Вторая часть. Пройдет девица. Третья. Пригорюнится. Четвертая. А пройдут гусляры. Пятая. Споют песенку. Шестая часть. Получается у нас 6 частей. Проверим. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое – сложное бессоюзное предложение. Отношения условные. Перед частями первой, третьей, пятой можно вставить союз «если». Группы 1 и 2, 3 и 4 между собой связаны отношениями перечисления. Группа 5 и 6 связаны с группой 3 и 4, противителем союзом А. И мы имеем дело со сложно сочиненным предложением. Уважаемые ученики, подобное предложение часто попадает на ОРТ, и мы с вами должны знать пунктуацию бессоюзного сложного предложения. Итак, мы с вами пришли к выводу. Бессоюзное сложное предложение – это сложное предложение, части которого соединены по смыслу и с помощью интонации. Части бессоюзного сложного предложения находятся между собой в различных смысловых отношениях, что отражается в постановке знаков препинания на письме, а в устной речи – интонации. Итак, уважаемые ученики, сегодня на уроке мы с вами узнали, что в бессоюзных сложных предложениях части предложения связаны между собой интонацией. И важную роль в бессоюзных сложных предложениях играет пунктуация. Бессоюзные сложные предложения придают речи экспрессивность, сжатость и лаконичность. Бессоюзные сложные предложения широко встречаются в пословицах и поговорках. И на ОРТ часто встречается задание по пунктуации в бессоюзных сложных предложениях, и поэтому нам необходимо это знать. Домашняя работа на следующий урок. Первое. Вы должны выписать 5-7 бессоюзных сложных предложений из произведений русской литературы. И вторая задача – найти 3 и 4 бессоюзные сложные предложения в пословицах и поговорках. И напоследок хочется поблагодарить вас за работу на уроке и пожелать вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашей жизни. До свидания.